Söz veririz Gagavuz Respublika'nın prezidentine, Başkanın Sovetliğine Stepan Topalан. Уважаемые друзья, уважаемые соратники, уважаемые присутствующие, я хочу поблагодарить всех вас за то приветствие, за те хорошие слова, которые были сказаны в адрес Михаила Васильевича Киндегляна, моя. Хочу вам сказать, что все вот это я полностью отношу к моим соратникам, к нашим соратникам, тем, которые были патриоты в конце 80-х и начале 90-х годов, те, которые, не боясь лишений, те, которые отдавали свое здоровье, а возможно и свою жизнь, ради того, к чему мы шли, ради того, что было объявлено. Мы 4,5 года защищали Гагаузскую республику, и только благодаря этому добились автономии. Нам надо беречь ее, надо стараться крепить ее. Конечно, это во взаимодействии. Только вместе можно добиваться того, что мы хотим. Только здесь надо решать свои проблемы, свои задачи. Еще раз повторяю, мы и только мы можем сделать себе то будущее, чего мы хотели и чего мы хотим. Многое высказывается каждый год, подводя итог. И сегодня, придя к 21 годовщине Гагаузской республики, мы говорим о тех людях, мы говорим о том хорошем, что было принято, то, что нами было завоевано, и правильно. Но должны мы, конечно, и думать о будущем, поэтому и об этом тоже надо обсуждать ее, говорить. Многое мы знаем, но одну деталь хочу сегодня в своем выступлении вам высказать. Многие знают, но не полностью. Я хочу несколько слов о приезде турецкой делегации во главе с Сулейманом Демирелем летом 1994 года. Почему я хочу об этом сказать? Потому что именно эти дни, 3 дня пребывания этой делегации в Молдове и в Гагаузии, сделали определенный сдвиг в сторону принятия закона об особом правовом статусе Гагаузии и Гагаузии. Хочу отметить, что до этого десятилетиями и веками в этих местах не было такой солидной делегации во главе с таким мудрым руководителем государства. 120 человек прилетели, побыли в Молдове и 1 день посвятили Гагаузии. Но не все знают, как все это получилось, как это смогло быть. Потому что месяц с лишним я лично и мои товарищи ездили в Кишинев, я бывал все время тогда у консула Турецкой Республики, последующим посла Эндер Арата, для того, чтобы решить вопрос о пребывании этой делегации и здесь, в Гагаузии. Препятствий было очень много. Ни в какую не соглашалось Министерство иностранных дел, чтобы эта делегация была в Гагаузии. Я уже однажды в конце уже вижу, что ничего не получается из этого, спрашиваю Эндер Арата: Эндер Арат, ну вы здесь крутитесь, я не мог, ну, президент Гагаузской республики не признан, я не мог позволить себе побывать в министерствах, в руководстве. Спрашиваю, в чем дело, скажите. Говорит: господин Топалан, вы знаете, в Министерстве иностранных дел говорят, что супруга Демиреля не выдержит вот эту погоду жаркую на юге. Невозможно что-то противоречить в этом отношении. И тогда, приехав домой, я приглашаю нашу уважаемую, ныне покойную Марию Васильевну Маруневич и говорю ей: Мария Васильевна, зная ее связи в Турции, в женском мире, и зная то, что Сулейман Демирель ее очень уважает, я говорю: Мария Васильевна, езжайте в Турцию.
Неделю надо, неделю будьте там. Больше, будьте там. Но сделайте так, чтобы эти слова дошли до ушей супруги Демиреля. Марья Васильевна поехала. Проходит 5 дней, она звонит: Степан Михайлович, ничего не получается, не могу. Сидите, работайте. Еще проходит 2 дня, и она звонит: Степан Михайлович, я думаю, что жена Демиреля вот это уже знает. Не могу сейчас заручиться тем, что это именно было так, но так я узнал, что тут же жена Демиреля подошла к телефону, взяла трубку и звонит Эндерарату и говорит: Ender Bey, sen söyle orada Dışişleri Bakanlık'ta Zerbel hep kadar gideceğim Moldova'nın güney tarafına. Zere benim akrabalarım yaşıyor çadırlarında. И после этого, дословно, те, которые не знают гагаузского языка, значит, она взяла трубку, позвонила в Кишинев, Эндерарату, тогдашнему консулу, и говорит: Эндер, господин Эндер, передайте там в Министерстве иностранных дел Молдовы, что я все равно поеду на Молдову, потому что мои родственники живут в Чадрунге. И после этого климат изменился, КГБ, работники КГБ с Министерства иностранных дел начали приезжать сюда на юг, в Камрад, в Чадрунгу, для того, чтобы определить те места, где будет президент, и, естественно, обеспечить его неприкосновенность. Вы знаете, приехав Демирель в Кишинев, когда они высаживались с самолета, он уходит с супругой, я смотрел по телевизору эту всю прямую передачу, и на вопросы корреспондентов спрашивает его: господин президент, вы приехали в Молдову, с какими вопросами, с какими целями, с какими планами? Дословно Демирель говорит: мы приехали в Молдову, суверенную Молдову, для того, чтобы заключить договора о торговле, о культурном взаимодействии, об экономике. Но мы приехали в Молдову еще потому, что на юге Молдовы живут гагаузы. Малый народ, но народ. И говорил так, что этот малый народ, я уже на русском языке говорю, как небольшая ветка дерева тюркского мира. И хочу вам ответить, я тоже не понимал сразу этого. Какую цель? Все-таки большой политик Демирель. Он хотел показать Молдове, хотел показать Европе, что этот малый гагаузский народ в 200 тысяч человек имеет за собой большую силу, весь тюркский мир во главе с Турецкой республикой. И это он сделал. Поэтому, конечно, я абсолютно не умаляю достоинства нашего народа, всех тех патриотов, которые вложили очень много сил и добились этого. Но в связи с этим хочу одну мысль вам высказать вслух и как бы ее на обсуждение. Если это, так сказать, возможно, имеет под собой основание, может быть, наше руководство потом примет это на вооружение. Уже много лет идет переговорный процесс. Формат 5+2. Вы знаете, о чем речь идет. Почему там нету гагаузской стороны? Я все время задаю вопрос. И здесь, а ведь в нашем законе написано, что Гагаузия участвует во вопросах политики внутренней и внешней, касающихся ее. Я думаю, неплохо было бы, если имеет основания, еще раз повторяю, обратиться к руководству Турецкой Республики, попросить их, чтобы они были шестым в формате 5+2, 6+3. Я всех вас поздравляю с этой датой. Эта дата будет, я надеюсь, в веках будет отмечаться. Почему? Потому что действительно мы, гагаузский народ, получили государственность. То, что должно было быть, и то, что веками назад было это. Получили государственность, чтобы развиваться, развивать свою культуру, язык, обычаи и традиции, которые достались нам от наших дедов и прадедов. Всех вас с праздником! Спасибо!